Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Вы когда-нибудь бывали в волшебном лесу, где живут сказочные звери, растут причудливые деревья, а вокруг чудеса? Вы, наверное, думаете, что такое может быть только в сказках. Может быть и в сказках, а может в реальной жизни и совсем рядом. Языческая роща, по-другому еще называют ее рощей любви, находится в Карткиросском районе, на берегу протоки Картвис, всего лишь 2-3 километрах от Карткироса. Надо сказать, чудеса здесь начинаются сразу, как только ступаешь на тропинку, ведущую в лес. Словно страж перегородил наш путь гигантский дождевик. Но мы его благополучно обошли и оставили на своем посту. Вот когда мы пешком идем сюда поход со школьниками, берем нашу собаку Альма, и вот в начале вот этого леса, когда заходим, вот этот лес, считается аномальный лес это, и она всегда вот в этом месте воет. Не лает, а воет. А в других местах уже нет. А что бы это значило? Ну, что-то она чувствует, что-то необычное. Местные уфологи не раз проводили биолокационные исследования и нашли здесь много необъяснимого. По их мнению, аномалии рощи связаны с тектоническим сдвигом или трещиной в земной коре, а также выходами радона, тяжелого радиоактивного газа. Официальная наука пока не проявила интереса к этим местам, но и без научных исследований ясно – лес необычный. Ох, какие громадины, вон ведьмины метлы. Антонович, вот. Посмотрите вот поближе, видите, вот с одной ветки много-много веточек отдельных, самостоятельных начинают расти. Вот. Так можешь идти по нормальному лесу, днями не увидишь, а тут они постоянно. Ведьмины метла здесь повсюду. А в старину люди не могли объяснить образование этих наростов. Вот и ходило поверье, что они растут на деревьях, околдованных ведьмами. Надо же было им как-то летать на шабаш. Вот они и занимались выращиванием особых метелок. Местами что не дерево, то метла. На самом деле причудливые формы вызывают болезнь – сумчатые грибки-паразиты. Иголки на ведьминых метлах быстро увядают и опадают. В результате через несколько лет среди зелени остается загадочное помело. Но остается и неясным, почему именно здесь так вольготно грибам-паразитам. Часто мы ходим по лесу, не обращаем внимания. Но вот, здесь вот даже люди, которые проходят, не обращают. Но когда присмотришься, смотрите, все деревья здесь и здесь на определенном этапе роста, вот везде, вот в этом месте вот нарушен рост. Вот, на определенном уровне. И если просмотреться, вот таких нарушений несколько этажей уровень. То есть получается какие-то аномальные или вспышки, или аномальные какие-то явления периодически прихватывают вот этот участок леса. Аномалии встречаются по сей день. Молодые сосны и ели, словно змеи, вьются вокруг друг друга. Одни словно тянутся скрюченными пальцами, другие целуются и обнимаются, будто боятся расстаться. Здесь словно все дышит любовью. Вот уж действительно роща любви.
Ну тут суть этого взаимопроникновения двух деревьев само, вот, как бы вот одно дерево как бы проносило другое само, вот, как бы дало жизнь, там подпитывает. Получается дерево-лестница, да? Да, как дерево лестница, он как бы друг с другом связан этой веткой. И вот здесь как бы осмол. Вот осмол здесь можно очень четко, как бы дерево плачет. Вот здесь пихта растет, вот молодое дерево, и она похожа на лук и стрелу. И мы со школьниками вот так и назвали дерево лук-стрела. А еще здесь живет русалка, стоит тронгард айки, он же дерево кресла, и нога великана. Почти у всех причудливых лесных созданий свои имена. Несколько лет назад в Карткиросе разработали экологическую тропу по языческой роще. Местная детвора – частые гости чудо-деревьев. Они-то и придумали для них имена. Вот тут в языческом роще, так мы называем, это самое большое, могущественное такое дерево, необычное. Смотря на это дерево, оно приносит радость и удивляешься, как она могла вырасти среди вот этой тайги, пармы, среди холодных ветров. Пам-сотник – герой койму-мифов. В честь него назвали эту сосну. Ей, говорят, уже около 400 лет. Обхватить дерево-гигант удается только 4 взрослым людям. На стволе сосны есть след, напоминающий очертания лапы медведя. Кто знает, может, снежный человек оставил свою метку. Некогда обломанная вершина дерева напоминает грот. Он может вместить несколько человек. По версии краеведов, деревья с обломанными вершинами – семейные вожапу. В старину не принято было ставить кресты. На могиле сажали деревья и обламывали им макушки. Возможно, здесь могила. Предположения подкрепляют ямы поблизости. Их здесь несколько десятков. Они находятся между такими вот 5 деревьями. Вот одно дерево и другое. А пройдешь, опять ям нет. Как это объяснить? Странно, да ведь? Археологи не заинтересовались этими ямами, заинтересовали журналисты. Статья в газете привлекла внимание черных копателей. Но, видимо, ничего ценного они не нашли и покинули раскопки, вернув лесу спокойствие и тишину. Но летом тут вообще хоть в тапочках ходи, как дома. Я, например, сюда прихожу, сюда как домой, меня сюда тянет. Причудливых деревьев в Карткиросском лесу больше 2 десятков. Они растут не только в языческой роще, но и вокруг. На берегу озера Виямты стоит древо любви. По легенде, после смерти мужа жена не перенесла разлуки и утопилась в озере. Влюбленных похоронили вместе, а на могиле посадили ели сосну, обломав им вершины. За века деревья стали единым целым. Нашего районного музея, который работал Александр Александрович Панюков, он обнаружил и прозвал это дерево деревом любви. И я тут частично оправдалась. Это одно из любимых мест карткироссов. Ленточки они связывают на память, вот, что они были вот здесь. Не только молодожены, может быть, и влюбленная пара, может быть, еще кто-то. Ну, место такое хорошее, самое красивое, сухое. Среди миллионов деревьев, произрастающих в парме, карткиросские сосны и ели, безусловно, достойны внимания. Они полны загадок. Ведь до сих пор никто не может объяснить, почему у здешних деревьев такие странные формы. И эти места уж точно стоят того, чтобы приехать сюда и увидеть все собственными глазами.